Доброго времени суток, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. С вами я, Дарья Анкехова. В новом выпуске нашей программы мы поговорим с вами о такой проблеме, с которой столкнулся, мне кажется, каждый житель нашей республики, страны, да и мира в целом. Это те самые домашние насекомые, которые отравляют жизнь многим из вас. Действительно, это вот такая проблема, с которой продолжают бороться из поколения в поколение. Ну а как это сделать правильнее? К кому обратиться за помощью, мы узнаем сегодня. Рядом со мной сегодня находится представитель компании Desclean. Это Александр. Александр, вот прям по экипировке видно, чем занимается, да? Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, немножечко, чем занимается ваша компания, вообще, как давно вы работаете и основные виды направления деятельности? Мы работаем в этой сфере уже с 2013 года, занимаемся обработкой помещений как у физических лиц, так работаем с организациями, проводим обработки и дезинсекция, это уничтожение непосредственно насекомых, грызунов, дератизация и дезинфекция. Как раз таки актуальная на данный момент проблема, связанная с COVID-19 именно. Ну, то есть, помимо того, что вы обрабатываете помещение, вот именно для того, чтобы избавиться от тех самых вредителей, да, так вы еще и дезинфицируете помещение. Совершенно верно. Ну и скажите, основные проблемы-то, с чем к вам обращаются люди? По большей части, конечно, это тараканы, это бич нашей планеты, так сказать. Они практически в каждом доме, в каждом жилье, где-то больше, где-то меньше. Но тем не менее, как бы соседство с ними не всегда желательное, люди переживают. Кому-то не нравится, у кого-то панические бывают ощущения, связанные с этими, так сказать, неприятными, опять-таки, соседями. Ну и для того, чтобы начать вообще процедуру обработки помещения, на что нужно обратить внимание в первую очередь и как подготовить свой дом к вашему приходу? Ну, тут как бы зависит именно от того, какое насекомое. Если мы берем в расчет тараканов, то это подготовка непосредственно происходит, нужно отодвигать, вот как мы видим, мебель, технику от стен. Обязательно, да? Обязательно, да, потому что излюбленные места – это вот теплые темные места и места с повышенной влажностью, то есть это санузлы, это какие-то мойка на кухне, за плитой, вот где есть еда, где тепло, вот самые такие любимые места обитания. То есть и размножения. Системы отопления, да, нужно там отодвинуть все тоже, да? Именно, да. То есть хорошо, дальше, вот мы видим, что жители этой квартиры накрыли все, вот, допустим, какие-то мягкие предметы, да, мебели, накрыли покрывалами, это надо, да? Да, здесь в плане подготовки все верно, все сделано правильно, люди подготовились, молодцы. Это мы говорили о тараканах. Что касается клопов, там подготовка идет более тщательная, то есть есть такой момент один, что люди думают, что ну ладно, придут, потравят и все будет прекрасно. На самом деле к этому нужно подходить ответственно, не нужно лениться, нужно подготавливаться. То есть существует ряд рекомендаций, у нас это все проработано. Мы консультируем всех, кто к нам обращается, нуждающихся, так сказать, граждан. И там достаточно большую работу нужно проделать. Не скажу, конечно, что это мало. То есть, допустим, если мы говорим о клопах, то это нужно отодвигать также мебель, нужно это все открывать, всю мягкую мебель. То есть гнездо может быть где угодно, вот, под картиной, сзади, за телевизором, за диваном. То есть нужно прямо инспектировать, все проверять. Все шкафы, всю одежду, все книги. То есть это совершенно другая история, да? Это другая история. Сегодня на этой локации мы попытаемся избавиться именно от тех самых тараканов. Да. Ну, а скажите вообще, насколько эффективен этот способ, да, и как часто нужно повторять эту процедуру? Достаточно ли одной процедуры, чтобы полностью избавиться от этих вредителей? В большинстве случаев достаточно одной процедуры, но тут не стоит забывать, что люди привыкли, как бы, это все старое воспитание, это обычные там мелки какие-то, это какие-то дихлофосы. Это может быть эффективно в том случае, если уровень зараженности небольшой, то есть вы заметили одну-две особи,
Но при этом нужна сразу конкретная ликвидация. То есть если вы упустили, если убежал, если хотя бы даже 2 таракана есть, это значит, что есть еще, просто вы их не видите. А подскажите, пожалуйста, необходимо ли проводить процедуры вместе со своими соседями? Потому что существует такая легенда или миф, что ну вот сегодня ты обработаешь свое помещение, завтра они придут к тебе от соседей. Да, это есть такой момент. Обязательно нужно договариваться с соседями. Это нужно делать коллективно. Коллективные обработки, они повышают шанс на полное уничтожение. Да. Желательно вообще, чтобы делали всем подъездам. Если есть, допустим, проблема в одной квартире, нужно пойти, поговорить с соседями, договориться как-то вместе, скооперироваться и процедуру провести. Это повышает шанс уничтожения непосредственно тех особей, которые есть сейчас, и повышает шанс того, что они не появятся вновь. Ну, конечно, вот мы поговорили с вами сейчас немножко о подготовке, это понятно. Отодвигаем всю мебель, убираем все ценное, да, и прикрываем. Вопрос, оставляют ли ваши химические средства пятна на диванах? На мебели. Бывает, на текстиле, конечно, может оставаться, но это концентрат, как бы препарат концентрированный, он идет, разводится с водой, поэтому, в принципе, все отмывается, очень легко убирается. То есть это не разъедает ткань, ничего такого. Никаких Нет. разводов не оставит? По классу, вот насчет мебели, да, ничего такого, проблем нет. То есть, как правило, то есть мы также стараемся делать все аккуратно, качественно. Если мы видим какие-то очень там дорогие ремонты, дорогие обои, это все оговаривается непосредственно с хозяевами. То есть здесь будем, здесь не будем делать. То есть хозяин как бы сам может выбрать там какие-то зоны, где-то более тщательная обработка, где-то частичная, где-то точечная. Ну, а больше всего мы переживаем за вот зоны, вы сказали, за холодильником, где система отопления, где есть влага, да? Да. А что касаемо вот обои, да, вот наглядный пример, в этой квартире мы видим, отходят те самые обои, да? И зачастую же именно там и находится рассадник, да, вот где... Не всегда, не всегда. То есть они как бы такие существа достаточно осторожные, пугливые, хитрые, они больше всего базируются именно там, где им проще всего добраться до источников воды и еды. То есть это санузел, кухня в основном. Но при этом важно учитывать, что если мы обрабатываем только частично квартиру, санузел и кухня, они могут переместиться, допустим, в комнаты, пересидеть, переждать вот эту, так сказать, бурю и потом вернуться обратно. То есть все-таки нужно обрабатывать полностью всю квартиру? Да. Хорошо, тогда отсюда возникает вопрос, сколько длится по времени, ну вот стандартная процедура обработки? Вот здесь у нас двушка, да, двухкомнатная квартира. Да. Обработка зависит от площади помещения. Если мы говорим о частных случаях, то есть это квартиры, в квартирах, опять-таки, это делается все быстро, потому что обработка производится при помощи вот такого вот агрегата. Это генератор холодного тумана. Принцип работы у него достаточно прост. Здесь находится сопло, благодаря которому распыляемый препарат под давлением преобразуется в мелкую дисперсию. И благодаря этому происходит проникание в частицы, вот, в мелкие вот эти вот щели и так далее, да, чтобы можно было большую площадь обработать. Александр, подскажите, пожалуйста, то есть только вот такой аппарат вы используете для обработки помещений? Да, принцип работы у них одинаковый, да, могут отличаться формы, может отличаться емкость, но принцип работы один, бытовым. Александр, если мы сравним вот данный агрегат с простым бытовым вот тем самым распылителем, эффективность какая? Вот вы же говорите, конечно, здесь, наверное, помощнее будет, да? Да. Но теоретически возможно развести ту самую химию и распрыскать ее дома из того самого распылителя? Теоретически, конечно, возможно, но эффективность, она будет минимальная, намного ниже, как если бы мы обрабатывали именно этим препаратом, потому что здесь, во-первых, подача под давлением, опять-таки, я повторюсь, и благодаря вот этому же соплу, то есть это проникание, то есть вы можете распылять, но это будет поверхностная обработка, но тем самым вы не избавитесь от вредителей, а просто их напугаете, можно так сказать. Хорошо, я вижу здесь подобный агрегат, но уже других совершенно габаритов. Это когда используем и для чего, и в чем разница? Это, в принципе, разницы никакой, это то же самое, только здесь больше емкость.
Ну и, собственно, все. Принцип работы абсолютно одинаковый. Здесь сопло такое же, мощности у них одинаковые. То есть, в принципе, это просто альтернатива. Альтернатива. Как бы, ну, вот этот, он крупный, габаритный, тяжелый, в заправленном состоянии достаточно тяжелый. Мгм. Это в основном используется вот на таких частных случаях. То есть, Мгм. если мы делаем какое-то помещение больше, например, частные дома, а бывают такие брусовые частные дома, как мы знаем, Мгм. вот там всегда обработка производится очень тщательно, потому что вредители очень любят прятаться вот между бревнами, Бревна. где у нас всё утеплитель, Да, да. сидят в утеплителе, то есть там каждая часть, она все это обрабатывается. Ну, так это Поэтому очень кропотливый труд, я так понимаю, верно? Ну, и мы говорим о той самой двушке, двухкомнатная квартира, да, в деревянном двухэтажном доме. Ну, средняя площадь здесь сколько? где-то 42 квадрата. 42 квадрата. И Да. временной промежуток, сколько времени займет полная качественная обработка этого помещения? Частичная точечная обработка от 5 до 10 минут обычно занимает, тщательная от 15 до 20, то есть от 10 до 20 даже, я бы То сказал. есть менее часа. Да, потому что подается под давлением, то есть это все обрабатывается достаточно быстро, то есть там, если делать это все медленно, есть риск того, что мы можем просто залить квартиру препаратом. Вот. Теперь поговорим о том самом препарате, раз уж вы уже затронули эту тему. Конечно, многих телезрителей будет сейчас волновать вопрос, что вы заливаете в эти аппараты и что вы распыляете. Давайте поговорим все-таки немножко о качестве данной продукции, о составе и насколько это безопасно для людей, для животных домашних. Что касается борьбы непосредственно с насекомыми, есть, конечно, этих препаратов огромное множество. Мы их все тестировали на протяжении всего того времени, что работаем, и выявляли максимально эффективные и безопасные для животных, для людей, для людей с аллергией и астмой, какими-то возможными индивидуальными непереносимостями, осложнениями и так далее. То есть существует огромный ряд. Но если говорить конкретно о том, что мы используем, это препараты индийского производства, самый эффективный. Из плюсов максимальная эффективность уничтожения. Из минусов, наверное, только сильный запах. Но это как бы... Без этого никак. Без этого никак, да, скажем так. То есть у нас есть задача, нам нужно избавиться от вредителей. То есть это Индия. Да, совершенно верно. То есть Индия страна достаточно населенная, Да, густонаселенная. Проблема с тараканами – это ежедневная проблема в этой стране. И, соответственно, они знают, индийские химики знают толк. В этих делах. Вот. Есть также препарат альтернативный, с такой же, принцип действия абсолютно такой же. Это воздействие на центральную нервную систему паразитов. То есть после распыления они как бы теряют ощущение дня и ночи, то есть у них нарушается нервная система, то есть они могут выходить, как вот, допустим, вы заходите на кухню, включаете свет и разбегаются во все стороны. То же самое может быть и днем. Вот. Пугаться не надо, это значит, препарат действует. То есть они просто бегают по дому? Да, то есть они теряют ощущение пространства дня и ночи, то есть это, собственно... Такое одурманенное состояние. Совершенно верно. И далее они просто потом погибают? Да, погибают. И это у нас производство? Это у нас производство Южная Корея, препарат альтернативный Индии. У него принцип действия такой же, но есть некоторые различия. А плюсы и минусы данного препарата? Плюсы и минусы. Плюсы в том, что после обработки таким препаратом, вот вернемся к первому, после обработки нужно покидать квартиру на длительное время. То есть минимум это 8 часов, рекомендуемое время отсутствия сутки. На сутки нужно уходить жильцам в том случае, если с вами в семье совместно, либо в семье проживают люди с возможными аллергиями, астмами, индивидуальными непереносимостями, беременные девушки, кормящие. В основном вот так, да. Домашние животные и маленькие дети до 5 лет. То есть нужно обязательно задумываться, заботиться о безопасности и здоровье. Это если мы обрабатываем вот этим препаратом, который производится Индия, да? Да, верно. А если данным препаратом, то есть вариант покидания помещения? Да, там время насколько? отсутствия меньше. Минимум 3 часа, максимум 6 часов при тех же условиях.
Вот так вот, да? Данные средства мы можем приобрести самостоятельно в магазинах или это только можете приобретать вы? Просто сейчас мы напугаем телезрителей, они побегут, возьмут такое, да, а дальше-то что? Приобрести можно, но при этом, Нежелательно. да, ну, в это как бы будут ненужные расходы, Мгм. потому что вы приобретете, это химия достаточно недешевая, скажем Мгм. так. Вы потратите столько же денег на приобретение, и вот это все самостоятельно будете обрабатывать. Ну и как бы говоря об эффективности, здесь как бы больше минусов, чем плюсов от приобретения. То есть гораздо проще и лучше вызвать специалиста, специально обученного человека, который приедет и сам все сделает. Так. Хорошо, вот мы с вами, в принципе, подготовили квартиру, ознакомились с химическим составом данных, да, ваших таких смесей, да, и скажите, мы можем выбирать их или все-таки вы сами по обстановке смотрите и думаете, сами решаете, какой лучше? Ну, вообще выбор производится исходя из проблемы. Ага. Если это тараканы, можно выбирать любой подходящий из них, ну, исходя из условий. Мгм. То есть, если зараженность большая, тараканов достаточно много, они заселяют всю квартиру, не только, то есть там какую-то часть, где видели. Лучше, конечно, выбирать максимально эффективный Мгм. препарат. Если мы говорим о профилактической обработке какой-то, можно выбрать альтернативный. Да. При этом мы всегда даем гарантию на наши обработки. То есть, если вам в первом случае не помогло, допустим, мы выбрали вот этот препарат индийского, прошу прощения, южнокорейского производства. Если не помогла такая обработка, такие случаи единичные, но они встречаются, потому что, как мы знаем, насекомые приспосабливаются очень быстро, у них может быть выработан иммунитет к определенным видам препарата. То есть это все уже идет, наблюдается именно с жильцами. И если первая обработка была малоэффективна, можно обратиться, вызвать мастера повторно по гарантии и уже сделать на выбор. В лучшем случае, сколько времени после этой обработки мы вообще не будем вспоминать о тех самых надоедливых тараканах? В лучшем случае можно вообще о них забыть. Навсегда. Да. Одного раза достаточно. Ну тут как бы, да, также зависит и от соседей. Соседей. Об этом тоже не стоит забывать. То есть мы уже об этом говорили. Вон они побежали, гады. А Даже что они какие-то альбинос белые? есть. Это альбинос. Это что, уникальный какой-то? Да, он... Уже все убежали. Они любят, получается. Ну, это те, которые вообще не вылезают из этого, из темных мест. У вас попробуем. Посмотрите, чтобы они не бегали Нет. по нам, а то, Нет, это нет, будет, нет, пожалуйста. это будет провал. Так, готов? Ага. Подскажите, пожалуйста, вот все-таки подробнее про тот самый процесс отравления, да? Допустим, обработали. Что делает насекомое? Оно поедает его или оно вот просто от этого запаха сходит с ума и вот погибает? Или все-таки они еще же есть возможность того, что они что-то поели и передали, и вот какие-то же системы такие были у нас раньше. Да, Ну, принцип... съел кусочек, передал кому-то, и якобы эта отрава такая чудотворная, она там распространяется, и всем соседям побегут, всем передадут, и вот тот самый чудесный эффект получится. Принцип действия, вообще принцип работы препарата, это препарат длительного действия. То есть почему именно такую обработку мы рекомендуем? Потому что активное действие препарата идет на протяжении 3 недель. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы погибали не только взрослые особи, которые непосредственно в квартире находятся, но и те особи, которые могут вылупиться, то есть откуда-то выйти. Они будут ходить по вот этой обработанной поверхности, они, то есть, собирают препарат на себя, поедают вот это все обработанное. То есть, как мы знаем, тараканы могут есть все что угодно. Вот, они будут что-то есть здесь, обработанные какие-то поверхности, заражаться и, соответственно, возвращаться в логово зараженные, будут заражать всю остальную популяцию и постепенно будут сходить их на нет. То есть такой эффект, вот этот заразительный, он работает? Да. Еще хотелось бы добавить такой момент, что при подготовке нужно подготавливать не только зоны именно комнаты, то есть где отодвигаем мебель, где убираем вот картины какие-то, на стены какие-то предметы мебели. Также очень важно при этом подготовить санузел, то есть мы убираем
средства личной гигиены, полотенца, мыло, виходки, губки, то есть все, что, на чем может остаться препарат, то есть те предметы, которыми мы пользуемся ежедневно. Если зараженность достаточно большая и была заметна активность вредителей в шкафах кухонных, то есть освобождаем шкафы от посуды, это все можно сложить в какие-то пластиковые контейнера, ну, то есть у кого что есть, какие-то пакеты мусорные, вынести на балкон, если балкона нет, где-то вот так вот в середине комнаты оставить. То есть, чтобы можно было пространство, чтобы где можно было пройти мастеру работать. Что касается еды в холодильнике, холодильник вообще отличное место, он герметичный, то есть если есть какие-то продукты питания в негерметичной упаковке, которые хранятся в шкафах, то есть это мука, соль, макароны, у кого что, это все можно убрать в холодильник, либо также плотно завязать. Не должно быть открытых источников воды, то есть это вот баллоны с водой, какие-то баки и так далее. То есть можно вот так вот накрыть, чтобы, главное, чтобы препарат не попадал внутрь. Дорогие друзья, сегодня мы обязательно перейдем от теории к практике, потому что действительно лучше все это дело увидеть, чем просто услышать. И сегодня я попробую себя в роли того самого дезинсектора, как вот наш уважаемый гость, и на себе попробую эту нелегкую работу. А теперь давайте поговорим о том, что все-таки мы сейчас приступим к обработке. По возвращению домой, каковы ваши советы, что мы должны сделать первым делом? В первую очередь это, конечно же, проветривание помещения, то есть создаете сквозняк. Желательно повторять процедуру в течение дня, чтобы можно было избавиться от остаточного запаха препарата. Также нужно будет провести влажную уборку контактируемых поверхностей, то есть это протереть диван. Достаточно просто водичкой все это дело протереть? Либо да, водой, либо мыльно-содовым раствором, но если мы говорим о мебели, это текстиль, лучше, конечно, просто водой. Водой? В принципе, да, можно водой. Еще что мы обрабатываем? Потому что я так понимаю, что не все поверхности нужно сразу омывать. Да, также нужно именно обеденные зоны, где кушаете, где готовите, вот эту зону, все шкафы, то есть где у вас хранятся продукты питания. Не рекомендуется в течение суток хотя бы проводить полную влажную уборку, то есть это полы. То есть если есть домашние животные, то, конечно, дети... Это все моем полы и так далее. Проблемные зоны это... Проблемные зоны еще раз. Проблемные зоны это мойка, кухонная плита, это за холодильником, это санузел. Там лучше пока что вообще не трогать, чтобы не нарушать, так сказать, целостность обработки. Ну так, я думаю, мы обо всем поговорили. Необходимо приступить уже к самой процедуре, потому что время нашего эфира ограничено. Ну и позвольте мне тоже стать такими же, как и вы. Все непременно. Да, вступить в ваши ряды. У нас подготовлен для вас комплект оборудования, защитные очки, респираторная маска и, соответственно, халат дезинсектора. Итак, дорогие друзья, сейчас, к сожалению, нам придется отключить звук, потому что в подобных костюмах, конечно, нереально будет говорить. Но я думаю, что мы сейчас наглядно покажем, как проходит эта процедура, для того, чтобы вы понимали, что нас ожидает, если вдруг вы захотите обратиться в специальную компанию для того, чтобы избавиться от домашних вредителей. Еще раз давай. Дорогие телезрители, сейчас нам придется убрать звук, потому что, сами понимаете, в подобной экипировке невозможно будет говорить. Но я хочу, чтобы вы могли... Мы это делаем для того, чтобы вы могли посмотреть визуально, как проходит обработка помещения. Действительно, это очень долгий, кропотливый и сложный процесс, поэтому специально для вас я сегодня попробую это сделать на деле.
Стоп! Стоп, хорош. Ну что, дорогие телезрители, на этом вот такой эксперимент завершается. Там работа кипит еще, и процедуры продолжаются, а мы на этой ноте завершаем наш выпуск. Берегите себя. Кстати говоря, есть интересный факт. Существует около 4000 видов таракана, но только лишь 30 видов живут рядом с нами, с человеком. Поэтому, я думаю, стоит позаботиться о своем комфорте заранее. Не ждите, когда их станет очень много. Обращайтесь к специалистам. Увидимся, до новых встреч. Bum